Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Судя по многочисленным предсказаниям и преданиям разных народов мира, мы с вами живем в эпоху обновления мира. И об этом очень много предсказаний. И на Западе такие предсказатели, как Ванга, Нострадамус, американец Эдгар Кейси, итальянец Раньо Неро и многие-многие другие. Но что интересно, что о событиях этого времени, о наступлении эры обновления и ее признаках, а также о приходе того, кто принесет истину и справедливость в этот мир, знали еще и на Древнем Востоке. Так в Азии с древних времен сохранились предания о времени владыки Шамбалы, Ригденджапа. Буддисты помнят о знаках времени Майтреи над древней ступою. Кстати, это знак АЛЛАТРА. Да. И ожидают прихода Бодхисаттвы, Будды нового времени, эпохи Сатья-юги, Майтреи, что в переводе с санскрита означает «тот, кто есть любовь», любящий. В то же время в индуизме, в Бхагавата-пурана говорится, что когда наступит эпоха Сатья-юги, будет восстановлена династия Бога Солнца и Бога Луны. Опять АЛЛАТРА. Да. Мусульмане ожидают Махди. Евреи ждут Мессию, христиане ждут Утешителя, зороастрийцы — Саошьянта, индусы ожидают Калки Аватара. Но несмотря на разные эпитеты, все говорят об одном и том же времени, об одних и тех же событиях и о событиях очень важных для человечества, когда Очень будет важных. решаться судьба человечества. Да, конечно. И очень важных для всего человечества событиях, когда кто-то придет и за вас все сделает, да, друзья мои? Вот смотри, весь мир ждет, когда кто-то придет, закатит рукава и начнет работать. Так же? Да, так и есть, но интересно, что ведь встречается информация о важности именно непосредственно в этот последний период, в эту эпоху борьбы сил добра со злом, именно выбор самих людей, именно их активная позиция и их активное участие в этом. И что интересно, что описываются всегда же два сценария того, каким будет это будущее. Скажем так, хороший сценарий и плохой сценарий. Либо это будет золотой век, либо, к сожалению, Ничего не будет. ничего не будет, и люди будут Извечная уничтожены. борьба Айка и Белла, да? Но, например, что касается Золотого века, очень хотелось бы поделиться. В священных книгах индуизма упоминается, что благодаря истине, которую даст будущий Майтрея, люди утратят сомнения, и потоки привязанностей их иссякнут. Свободные от всяческой нищеты, они смогут пересечь океан становления, и по учению Майтреи они будут вести святую жизнь. Они разорвут сеть страстей, и им будет принадлежать изобилие радости и счастья за праведную жизнь их. Людям откроется истинная дхарма для того, чтобы можно было создать новый мир, общество любви. И эпоха Майтреи называется еще эпохой Матери мира. В Вишну-Пуране описываются времена прихода Майтреи Калки Аватара, что когда конец Кали-юги будет совсем близко, часть божественного существа, который существует в силу своей собственной духовной природы, сойдет на землю, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и будут так же прозрачны, как и хрусталь. Люди, которые будут так преображены, являются семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам века чистоты. И вот здесь хотелось бы все-таки сакцентировать внимание на том, что во все времена говорится именно о том, что решающую роль все-таки играет выбор людей и именно активная позиция людей. И сегодня мы живем в особое время, и у всех людей мира есть вот эта потребность к единению и есть потребность к подлинной дружбе. Потому что все религии провозглашают одну и ту же истину о том, что Бог един. Все религии, скажем, призывают к вселенской вот этой любви к Богу, к любви к людям. И любого рода заблуждения, что один человек выше другого, или что его религия более свята, лишь показывают и демонстрируют то, что эти люди так и не поняли саму суть своих Того учения, учений. которому они учат других. Совершенно, потому что подобные, конечно, идеи и превосходства, или наоборот какого-то такого неполноценности. Да. Или вознесение себя и принижение кого-то — это не суть истины.
Действительно, они рождаются лишь только в сердцах, которые поражены, скажем так, эгоизмом. И поэтому сегодня, понимая важность такого единения всех людей и единства нас всех, хотелось бы поговорить о том, как достичь этого единства и как нам, всем людям, просто научиться уважать и понимать друг друга. Ну, на самом деле есть два пути. Вот всегда есть два пути. Даже для решения вот этой задачи, которую ты сейчас озвучила, также есть два пути. Один путь длинный, тернистый, он сложен, он завязан опять-таки в противостоянии самой системе, самому дьяволу, борьба с собой. А есть очень простой путь и очень близкий. Ну, близкий он для всех на самом деле. Ну, вот мало кто хочет на него становиться. Знаете, какой это путь? Перестать служить сатане и начать служить Богу. И все. И вот действительно встать на этот путь и перестать слушать демонов в голове. Ведь каждый человек знает, что хорошо, что плохо. Когда поступает нехорошо, он знает, что поступает нехорошо. Но поступает почему он нехорошо? От гордыни, от злости внутренней, то есть эмоции. И вся вот эта вот внутренняя грязь, она ж не идет от личности, она идет как раз от сознания, от вот этого диктатора внутреннего, от того, кто повелевает судьбами людей на самом деле, когда они передают ему власть над собой. Разве не так? А зачем передавать власть над собой бездушной твари, которая все время хочет есть, да? Абсолютно. Вот в чем смысл, скажем так? Зачем кормить бездонную бочку? Ее ж никогда ты не накормишь и не наполнишь. Вот такой он и есть тот демон, сидящий в каждом. Перестать его слушать и начать служить Богу. Начать любить друг друга, уважать друг друга. Скажем так, не поддаваться эмоциям, которые на тебя напускают демоны, друг мой. И все. И все начнет выравниваться. Вот давай посмотрим. Вот мы говорили уже много раз, допустим, о созидательном обществе, да? Что все люди этого хотят, все стремятся к этому. На самом деле все люди стремятся и хотят жить в идеальном обществе. Вот такой Эдем, где душа поет, где радостно, где все едины. Вот люди хотят этого, и они стремятся к этому. Даже не созидательное общество, еще раз повторю, а идеальное общество. Это тот дом, с которого мы все вышли. Ведь 6000 лет мы так жили. Ну так же. А потом вот взяло все и изменилось. И мы понимаем, что это неправильно. Мы понимаем, что это плохо. Все понимают. Но продолжаем это творить. Вот поэтому я же говорю, есть два пути. А второй путь длинный — это начать убеждать друг друга, бороться со злом, спотыкаться, падать, вставать, но продолжать жить опять-таки под диктовку этого демона. И плакаться, что нет сил, я не могу, да как же ж так можно, это невозможно, да? То есть продолжать существовать так же, как сейчас, ну хотя бы немножко применять, скажем так, ну какие-то приемы противостояния против этого. Ну тогда она потихонечку где-то, глядишь, вот там чуть-чуть остановил себя, где-то чуть-чуть хорошее что-то сделал, и глядишь, она потихоньку начнет что-то меняться. Такой длинный, долгий путь, на который у нас, друзья, времени нет на самом деле. Как ни крути, а все эти вот предсказатели, которых ты упомянул, да и религии все, оно ж все опять-таки двойственно. Но все говорят о наших временах. Вот нам повезло всем, мы живем в это время. И от нас зависит будущее. И от каждого из нас зависит, будет будущее или не будет. И вот на чьей стороне мы стоим, то и будет, то мы и реализуем. Разве не так? И вот проблема в том, что люди не понимают этой ответственности, той ответственности, которая выпала на них. Ну. Игорь Михайлович, вы в конце каждой передачи нашей говорите слова «любите друг друга». И, наверное, они стали вдохновением к тому, чтобы сегодняшняя передача была посвящена этому, потому что ты понимаешь важность именно этих слов в реализации тех задач, которые стоят сейчас перед всем человечеством. Перед человечеством стоит сейчас одна задача
Самая простая — выжить. А выжить мы можем опять-таки лишь тогда, когда мы начнем любить друг друга. Очень просто всё. И это правда. И об этом сказано в тех писаниях, которые ты перечислила сейчас. Да. Разве не так? Все сводится опять к чему, если мы выбираем наносное, то, что там жрецы в угоду себе подописали, властимущие коверкали истину. Но истина осталась. Даже в тех крохах истины, которые остались, там говорится о любви. Разве не так? И я сегодня хотела тоже об этом поговорить, потому что действительно мы собрали те места из священных писаний разных религий, о том, где говорится именно о единении и о путях преодоления, скажем, разногласий между людьми. Я бы хотела начать с ислама. Дело в том, что… Вот смотри, разделение между людьми существует лишь тогда, когда они живут как звери. Зверь со зверем практически никогда не договорится. Всегда сильный доминирует над слабым, но слабый ждет, когда ослабнет сильный, чтобы подавить его. Вот так живем мы сейчас. А люди, они отличаются от зверей тем, что у нас есть душа. Люди отличаются тем, что мы можем обрести жизнь вечную. Люди отличаются от зверей тем, что все-таки в нас в каждом есть Дух живой, Дух Святой, Дух, ниспосланный самим Богом. Вот этим мы отличаемся от зверей. А что такое Святой Дух? Это любовь Божья. Это Его сила. А сила Бога в любви. Разве не так? Все очень просто. И как же ж мы можем противостоять друг другу, противиться, творить зло, если мы живем в любви? Не можем. В любви мы будем созидать, в любви мы будем уважать друг друга, также помогать друг другу. Мы будем одной семьей. Но как только мы изгоняем Святого Духа из себя, то в нас пробуждается зверь. И мы имеем то, что мы имеем. Но каждый из нас тоскует за ним, тоскует за настоящим, тоскует за этой любовью. Но опять-таки демоны нас побуждают на что? На ненависть, на противостояние, на злость даже по отношению к Богу и Святому Духу, на отрицание Его, да? А почему отрицаем? Система боится, сознание боится, Правильно. конечно же. Потому что тот демон, он боится его. И он делает все, чтобы человек, скажем, не открыл врата души своей. Правильно? И это надо понимать. Ну давай послушаем. Хотелось бы поговорить о единстве и братстве в исламе. Дело в том, что как раз-таки вот вопрос этого единства в исламе интересно, что является одним из самых важных принципов ислама. И об этом говорится очень много и в Священном Коране, и в хадисах. И интересно, что призыв мусульман к единству — это не какая-то там, скажем, там рекомендация или совет мусульманину, а это обязанность каждого мусульманина стремиться на пути к единству мусульман. И вот здесь хотелось бы пообщаться на тему того, почему именно мусульман, и кто такой все-таки мусульманин, и почему И что именно такое такая ислам, роль, да, отведена единству в этой религии. Давай начнем с простого. Что такое ислам? Любовь. В Любовь, правильном значении, да. глубоком. А что такое любовь? Любовь — это единство, это должно быть здесь так же, как в мире духовном. Если мы живем именно Духом Святым, да, которого мы накапливаем в себе, и через которого мы можем посылать свою любовь в мир духовный, и через него же мы можем получать эту любовь из мира духовного. А мир духовный — это разрозненность или единство? Единица целая, как говорится. Это целая для единица, всех. да. Духовный мир — это цельная единица и неделимая. А разве не так должно быть у нас? Так же, как и там, так и здесь. Множество в единстве, единство во множестве. И вот все наше общество, оно должно жить в единении, как цельная единица. А ислам — это последняя религия, это любовь Божья. И естественно, что каждый мусульманин… А что такое мусульманин? Тот, кто верующий, тот, кто с чистотой.
Тот, кто любит Бога, Сердце это любит любящий Бога. Аллах. Вот искренне, по-настоящему любящий Аллаха. Вот он мусульманин. Это ж не только тот, кто исповедует Коран, ислам, ну и тому подобное, Догматы, да? да. Это такие догматы, если мы берем вот простым человеческим языком, да, вот у нас же разделение христианин, мусульманин и тому подобное. А извините, а разве у пророка было разделение мира ему? Нет. У последнего пророка было понимание, и он учил всех своих последователей, что мусульманин — это тот, кто верует в единого Бога. И христиан он называл тоже мусульманами. Разве не так? Все просто. Здорово. Игорь Михайлович, Священный Коран, интересно, что называет единство между мусульманами особым даром, который может быть непосредственно при участии Всевышнего. И вот в Коране есть следующие слова. В 103-м аяте суры семейства Имрана говорится: «Крепко держитесь за верфь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем». Но это касается лишь мусульман. В самом глубоком понимании слова, что такое мусульманин. То есть для тех, кто любит Искренне Бога. верующий. Да. Кто искренне любит Бога. И опять же, о чем здесь говорится в этом аяте? О том, о чем мы с тобой только что говорили. Так же ж? Так. А что такое верь Аллаха? Варианты разные. Дело в том, что верь в Нету Аллаха и никаких Коран разных называют. вариантов. Да. Люди трактуют от ума. По-разному. Вот этот бес в них их трактует это. Есть одна веревка, которая объединяет всех. Это любовь Божья. Любовь Аллаха к каждому мусульманину. И только так они могут быть объединены одной веревкой. Они не могут быть объединены книгой, они не могут быть объединены нравоучениями своих жрецов, они не могут быть объединены идеей какой-то, земной, временной. Все исчезнет. А любовь Божья, она останется. И все книги исчезнут, и жрецы забудутся. Все уйдет. Время съедает все. А любовь Божья, она остается навсегда. Разве может быть та веревка, которую Он связал всех тех, кто любит Его и кого любит Он, разве может быть она временна? Простой вопрос. Не может. А вечным, незыблемым и никуда не исчезающим может быть только любовь Божья. А что такое милость Божья? Та же любовь. И вот мы приходим к этому пониманию. Но это касается, опять-таки, еще раз повторю, для истинных мусульман. То есть послание это лишь для тех, кто воистину любит Аллаха искренне, и кто объединены. Разве может быть между ними ссора? Не может быть. И какое-то разъединение. Цельное, как может быть разделение Конечно. цельно. Это говорится о тех людях, которые не служат шайтану. Так же? Игорь Михайлович, вы тоже. Имам Али в Нахдж аль-Баляга в 192-й хутбе описывает роль единства для предотвращения, скажем, разногласий и религиозных конфликтов. И взгляните, каковы они были, когда группы их были между собой соединенными, и помыслы объединенными, сердца взвешенными, десницы поддерживающими, мечи друг другу помогающими, взоры проникающими, цели едиными. Уже ли не были они над полюсами земель господами и над осями миров царями? И взгляните на то, чем стали они в конце деяний своих, когда образовалось разъединение, распалось соединение, когда слова с сердцами их разнились, и на разные народы они разъединились, и, разъединившись, воевать друг с другом пустились. Вот снял с них Аллах почета Его одеяния, перекрыл им источник своего благодеяния, и остались рассказы о них среди вас сообщением для научающихся наущением. Хотелось бы здесь поговорить, а как понимать, что Аллах перекрыл им источник своего благодеяния? А что такое благодеяние Господне? Мы опять приходим к той силе, к той любви Божией. То, чем наделяет человека Господь жизнью. А любовь Божья, она дает жизнь вечную. И когда человек перестает быть верным Богу, он перестает любить Бога.
Ну, естественно, если человек перестает любить Бога, Бог перестает любить человека, потому что он его не видит. Для Бога человек существует лишь тогда, когда он живет. А когда он не живет, он выбирает путь смертного, для Бога он не существует. То есть изначально это непосредственно сами люди перекрыли этот источник, правильно? Конечно. Мгм. Здесь просто рассказывается в такой, ну, я бы сказал, иносказательной форме история человечества. Опять-таки, если мы посмотрим, была первая половина времени, когда люди друг друга любили, такой Эдем, потом созидательное общество, а потом, извините, пришли времена, когда люди перестали любить друг друга. То есть начал строиться наш формат вот этого существования потребительского, которого мы до сих пор и существуем, где человек человеку зверь. Лишь тоска. Тоска о том мире, о той истине, в котором когда-то жили люди. А что тосковать? Что не взять и не сделать? Ну, друзья мои, ну что не так? Зачем тосковать? Если ты соскучился по дому, что нужно сделать? Простой вопрос. Стремиться туда бежать, действовать, конечно. Конечно. А если кто-то разрушил, да, наши там деды-прадеды и ихние прадеды, они разрушили наш дом, так давайте построим новый. Разве это сложно? Ведь действительно были времена, когда был и единый язык, и единая семья была, да, то есть после времен Ноя говорят о том, что как раз-таки было вот это идеальное такое время, идеальное общество. Но сложность произошла в том, что люди как гордецы. Люди не гордецы. На самом деле это все напускное. Это как раз та звериная часть наша, которая, к сожалению, вырвалась наружу и стала доминировать в обществе. Ну и в умах каждого. На самом деле люди, они всегда простые, они стремятся к любви, к жизни, к радости. Никто не хочет, чтобы ему было плохо. Все хотят, чтобы было хорошо. Но знаете, как вот это стремление, оно расшифровывается сознанием, ну, с помощью Иблиса, конечно, как раз в такой форме, где для того, чтобы тебе было хорошо, надо сделать кому-то плохо. Ну и все так живут и тому подобное. Ну и так мы, получается, и живем под диктовку как раз зверя внутри себя. Почему? Потому что нам некогда даже взглянуть внутрь себя и понять, кто мы, да? Вот просто некогда и неохота, зачем мы все знаем. Заниматься, извините, саморазвитием, духовным развитием, ну это же смешно. Зачем? А вот если говорить о сюжете, есть такой в Библии сюжет про Вавилонскую башню. Относительно того, что люди строили башню к Богу для того, чтобы приблизиться к Нему, но в конечном счете Нет. Люди начали строить эту башню, вот если мы берем это событие, для того, чтобы добраться до него. Ими гордость руководила. Ну и по легенде, ну давай рассказывай тоже легенду эту. библейское предание, оно изложено в 11 главе книги «Бытие». Согласно этому преданию, после всемирного потопа человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. И решили они построить город, называемый Вавилоном, и башню до небес, чтобы сделать себе имя. Строительство башни было прервано Богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей земле. Вот такой сюжет того, что Бог разделил людей. То есть это всегда Это как-то как было... наказание. Да, то есть Это всегда наказание это как-то очень людям за смущало их внутри. гордость. И вот здесь говорится, для того, чтобы сделать свое имя, то есть возвеличить свое имя, выстроить башню до небес, добраться до самого Бога. То есть такая гордость одолела этими людьми, что они пошли даже на такой вот шаг, что разозлило Бога, и Он их наказал, разделил на множество. И до сегодняшнего дня ищут, где это была Вавилонская башня, да? И Находят, подтверждают это исторически и тому подобное. А вот до этого времени люди жили единой семьей. Друзья мои, ну разве это не идиотизм? Ну, извините за такое выражение. Вот простое и народное, так сказать. Но, на мой взгляд, это глупость несусветна. Что было до того на этой территории? Ну вот говорят, что как раз-таки Вавилон — это же Месопотамия. И как Месопотамия, раз-таки
А до этого что было на этой территории? И куда мы упираемся? Наверно. В Шумер. Мгм. Ну так же ж. Да. Вот с которых все и началось. Где сердца людей вырывались живьем, дабы принести Богу? Где началось рабство? Где появились первые жрецы, первые воеводы, первые цари? В Вавилоне Мгм. или в Шумер? Так Да. когда народ разрушился? Вот простой вопрос. Когда мы перестали быть семьей? Когда, извините, дьявол победил в умах человеческих? Когда наша суть человеческая изменилась? В это время, как пишется здесь, или еще задолго до этого? По-моему, задолго до этого люди перестали быть людьми. А вот это описывается уже в волчьи времена, когда пришли с мечом, забрали чужое. Ну, я скажу так, вот эти вавилоняне, они сами виноваты, что так прославились. И до сих пор народ считает, что это было последнее, скажем так, человеческое хорошее взаимоотношение, которое разрушилось, ну и тому подобное. Такая семья разъединилась. Так им и надо. Знаешь за что? За то, что они сделали большую глупость. Они завоевали и взяли в плен еврейских жрецов, которые были крайне грамотны. А в связи с тем, что они были грамотны, они их пустили в свои, подчеркиваю, древние библиотеки. И они занимались и переписью, и всем остальным, и историю писали. Мгм. И вот с оттуда уже еврейские жрецы вышли со своим учением, хорошо сформированным, основанным на древних знаниях. Мгм. Они сформировали полностью свое духовное учение, скажем так. И более того, они в отместку вот так и расписали, что до этого времени был Эдем, а вот вавилоняне, они весь мир наш уничтожили, и вот они виноваты во всем. Вот так им и надо. Ну да. За то, что глупость допустили, не надо было брать в плен грамотных, умных людей и хитрых. Ну да, Так получается, бы что история Ветхий же была бы Завет и честная, понимаешь? формировался в те периоды, Да, в те и вот в умах столетия. людей был бы тогда порядок и понимание. А они нарвались на тех, кто как раз историю и пишет. Не делает, пишет. А будущие поколения, они ж не знают, как было. Вот они читают то, что им написали. И вот теперь все на вавилонян грешат, что мы разговариваем на разных языках, да? Мгм. Вот смотрите, как все просто, друзья мои. Берешь бумагу, пишешь, что хочешь, и оставляешь потомкам. Все очень просто на самом деле. Ну, интересно, ведь действительно Ветхий Завет, он и писался в те времена и формировался на протяжении вот тех столетий как раз жрецами. Да. Ну а кем еще? Мгм. Игорь Михайлович, вот тоже еще такой момент, что в качестве, скажем, признака духовного единства людей называют единомыслие. И что говорят, что понимают под этим? Что это иметь одинаковые мысли, думать одно и то же, быть единомышленниками. И вот здесь вопрос, а как достичь вот этого согласия? Как достичь согласия в словах, согласия в мыслях, одинаковости в мыслях? И о этом ли вообще единомыслии Извини, шла речь? подожди, если будет вот такое вот единомыслие, то где индивидуальность? Мы что, роботы? Мгм. Чтобы мы жили по одной программе. Вот сейчас мы живем по одной программе. Ну и то мы ее как-то каждый по-своему интерпретирует и исполняет ее совершенно по-другому, да? А в целом, что значит жить? Мысли сходятся у людей, когда они живут одной и той же идеей, да? Но независимо, духовная или материальная идея. Вот часто люди, особенно которые прожили там 30-50 лет вместе, им даже разговаривать не надо. Они в унисон начинают говорить, они друг друга понимают с полуслова. Почему? Потому что система экономит на них. Мгм. Системе не надо каждого отдельно программировать. Одна программка на двоих и хорошо. То есть получается, что единство в словах и мыслях нужно понимать еще, скажем, под чьим руководством ты Совершенно объединён. правильно, да. Мгм. Потому что значит за единство мыслей? Мгм. Ведь надо понимать, когда люди живут, скажем, духовной семьей, у них мысли праведные, они открыты Богу, они любят Бога. И у них действительно они живут одной идеей служения Господу Богу. Понятно, что у многих и мы сходятся, но она сходится в хорошем. Но что делает дьявол? Копирует, искажает. Ну так же. И то же самое мы видим, опять-таки, группа людей, которые живут ненавистью. У них мысли приходят одинаковые, порой и часто и тому подобное. Но приходят они не от мира духовного, а от самой системы, от того, кого мы дьяволом называем. Разве это не так? Так.
Тоже надо дифференцировать. Вот еще, Игорь Михайлович, относительно христианства тоже, что заинтересовало. Ведь молитва Иисуса Христа на Тайной вечере была именно о единстве. Он говорил: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». И вот это, наверное, такое понимание того, что и Будда в своей проповеди, и Иисус говорили о том, что они бы желали именно вот этого единства верующих, единства в Духе, единства в Боге. А у меня вопрос. А что ж верующие-то не слышат их? Тысячи лет существуют эти религии, о которых ты сейчас сказал. И где наше единство? Разве получилось у них, если мы живем в эти времена? А кто виноват? Разве они виноваты? Если они свою жизнь поклали, земную жизнь, какая разница? Понятно, что они живут, и ничто с ними не случится. Но то, что они здесь пережили как люди, и то, что они потратили это все время на то, чтобы убедить людей измениться, то, что они привнесли сюда знания, и они его всю жизнь свою, сколько были здесь, передавали людям, и слышали их, и слушали. А дальше что? Выбор какой? Разделение и доминирование друг перед другом, да. Разве не так? И люди разделены везде и кругом. Ненависть, зависть, стремление доминации. Берем маленькую ячейку семья, разве не так? В обществе и везде кругом. И доколе-то ж можно терпеть-то. Коль будет так, то не будет больше ничего. Ну да что-то ж менять. Да, действительно, что наличие… Вот ты вначале говорила, что все религии, и предсказательные, и все остальное, все говорили об одном и том же. Придет кто-то, что-то сделает за них и тому подобное. И опять же, как это все интерпретируется, а? И подается, что кто-то придет и что-то сделает. Ну да, то есть сознание думает, что наличие присутствия здесь в миру, либо Майтреи, либо даже там в их времена Иисуса, что это в принципе как гарантия того, что все будет хорошо. Но ведь во И времена делать ничего Иисуса… не надо, да? Ведь во времена Иисуса интересно, что ведь тоже в Библии есть сюжет о споре учеников, когда они тоже спорили о том, кто из них больше. Кто из них выше в иерархической лестнице, и кто ближе из них к Иисусу. И вот здесь очень замечательные слова, которые сказал им сам Иисус. Да, мы подготовили тоже. Можно зачитать? Ну, раз подготовили, зачитайте. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». Это в Евангелии от Луки, 22 глава, 25-27 стих. Но интересно, что у Матфея и у Марка последние слова тоже. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И вот мне кажется, это настолько важные слова, что… Что каждый верующий, каждый, кто верит в Бога, он должен об этом помнить, что сам Господь пришел, да, Сын Божий, по христианской религии. Он пришел для того, чтобы служить. Но здесь, заметьте, Он пришел не служить людям, Он пришел служить миру духовному. Разве сказал Он, что Он пришел служить людям? Но сознание почему-то… А как интерпретирует опять-таки это же сознание? Что Он пришел в услужение людям. И ангелы людям служат, и все служат людям, и Бог должен, извините, служить людям, как джин, исполнять желания. Ведь так демон хочет перевернуть все в головах людей. А на самом деле сам как служащий. И Он больше сам из пришел вас, как тот, кто служит служащий. больше. И здесь Он четко говорит людям: тот, кто ближе ко мне, тот, кто выше в иерархической лестнице, тот, кто
Ну, как говорят, языком земным обладает большей властью, вот он должен служить как человек самый низший. То есть он принижать себя должен до простого человека, не возвышая, ибо он и есть простой человек. И служить кому? Опять-таки миру духовному. Во благо кого? Людей. Разве не так? Так. А в чем здесь смысл? Когда Иисус сказал, что Он как служащий, Он и есть служащий. Еще раз говорю, миру духовному, для того, чтобы помогать людям понимать всю суть, всю простоту жизни и обретать ее, и становиться частью мира духовного. Вот для них Он служащий, для мира духовного. Разве не так? Так. Но будет ли Он служить дьяволу? Нет, конечно. А что хочет дьявол? Чтоб как раз вот сказать, что он пришел людям угождать, которыми он правит. Хорошая, да, такая? Ну, то есть сознание в свою угоду Ситуация. интерпретирует как раз-таки вот эти сюжеты. В исламе же тоже вот есть сюжет про создание первого человека, что Бог, что Аллах сказал поклониться ангелам, но поклониться чему? То есть поклониться духу, которого он, Конечно. скажем, вдунул в существо. Но Принять как равно. только Иблис не согласился. И вот это раз Иблис не согласился поклониться вот этому существу, значит, ну как бы понятно, что силы зла — это те, кто не кланяется человеку. Такие умозаключения приходят в Но сознание приходят людей. такие, да, умозаключения, что человек настолько высок, что он выше Бога, что ему и ангелы кланяются, и весь мир духовный ему служит. Один дьявол, негодяй, не захотел, да? Ну да. Но здесь тоже, что интересно, что ведь Иисус-то называл тех, кто находился рядом с Ним, называл именно своими друзьями. И Он говорил, что отныне вы не рабы, а что вы мои друзья. Именно к тем, кто действительно соблюдает вот эти заветы любви. Конечно. И Иисус вообще говорил, что люди, вы рабы Божьи. нет, конечно. Он наоборот, это же, ну как бы Ну Римская как, он империя, говорил? он был против Подожди, этой а иерархии. разве он говорил, что бойтесь Господа Бога, Он такой страшный, что накажет каждого из вас? Вот с утра проснулся и бойся, и будь рабом Богу до самого вечера, пока не уснешь. Помни об этом. Были такие слова? Нет? А Он был сколько раз мы посланником читаем любви. в том, что написали потом люди от имени Его? Сколько мы встречаем слово «раб» и что надо бояться? А сколько раз говорится о том, что каждый раз говорил Иисус: любите друг друга и любите Бога. Любите пуще себя, тогда с Ним будете. Разве столько же раз это встречается в Писании или нет? Кому-то это было неудобно. Вот тому и неудобно. Кто кланяться человеку не захотел, да? Игорь Михайлович, я бы хотела еще коснуться такого события в христианстве, как Пятидесятница. Это такой, наверное, какой-то Рубикон, это событие, потому что именно после этого дня ученики, те, кто был просто учениками Иисуса, становятся теми, кто служит, и теми, кто несет благую весть. То есть это кардинально меняется вектор на то, чтобы делиться благой вестью, на то, чтобы отдавать. Но Ты знаешь, это очень поучительная история на самом деле. Но если ты готовила материал, то вот расскажи нашим друзьям немножко об этой истории. Это очень поучительная история, друзья мои. Там есть суть. основная суть, которая заинтересовала, это, конечно, то, что этот праздник Пятидесятницы, он полностью противопоставляется, скажем, вот этому вавилонскому столпотворению, когда якобы Бог разделил людей на разные языки, на разные наречия, и они перестали понимать друг друга. И как раз-таки в Пятидесятницу произошло важное событие, которое поменяло судьбу людей, по крайней мере, апостолов и многих людей, которым они проповедовали истину, потому что это был день сошествия Духа Святого на учеников Иисуса Христа. И в этот праздник, как называют это явление, было чрезвычайным, потому что именно с этого момента они начали проповедовать с такой внутренней силой, с такой внутренней
Ну-ну, с какой? несокрушимостью, скажем так. Мгм. У них не было никаких сомнений, они перестали Вот здесь, бояться, да, поподробнее вот здесь. перестали бояться еврейских первосвященников, перестали бояться притеснений различных, потому что И что они внутри их начали горел. делать? Они начали нести благую весть людям, они начали, Что подразумевается под благой вестью, которую они начали нести? ну, в христианстве говорится о том, что они начали говорить на иных языках. Они просто заговорили или они о чем-то заговорили? Ну, немножко пока наша Татьяна зависла в своем гаджете, друзья мои, я вам немножко расскажу историю, как оно было. Вот исходя из того, что рассказывается в Священном Писании о истории Пятидесятницы, то получается вот такая вот ситуация. И давайте вот посмотрим здраво. Были апостолы, близкие друзья, которых любил всем сердцем сам Иисус Христос, который с ними делил свой хлеб, которые не один год были рядом с Ним. Но они были людьми, простыми, трусливыми людьми, которые сомневались в Иисусе Христе, сомневались в Господе Боге, которые, одни сильнее старались, другие слабее, но они вкушали это знание, которое Он им давал, и оно давало немножко свои плоды. Они немножко росли, но они боялись царей земных, боялись первосвященников еврейских, они боялись, извините за свое тело, пуще, чем за душу. И вот настал момент, наконец-то, когда прошли года, когда казнили Иисуса Христа, когда, согласно преданию, Он вернулся. И вот они Его узрели, они многое поняли, осмыслили, переосмыслили, и к ним пришел Святой Дух. Согласно этому Писанию, Он вернулся в людей через много-много лет после того, как ушел вообще от людей, после того, как, помните рассказ за Вавилонскую башню, да? Вот тогда Господь якобы забрал Духа Святого от людей, и люди разъединились, и все стали зверями. И до этого не было вообще никого одухотворенным Духом Святым. А потом милостью Иисуса Христа на них снизошло. И пришел Святой Дух с громом, молниями, все вокруг шевелилось, такое вот. И они наконец-то поняли, что хорошей ерундой заниматься. И они перестали бояться даже первосвященников. Представляете? Какое вдохновение им дал Дух Святой, да? И они наконец-то вышли в народ и начали говорить о том, чему их учил Иисус Христос. Это вот представьте, сколько прошло времени, сколько сил было потрачено для того, чтобы человек начал говорить. Да? Причем говорит так, что несмотря на их, скажем, образование, потому что многие были и необразованными, и простыми людьми, несмотря на их вот эту необразованность, их понимали все люди, потому Так, что подожди, опять-таки понимали. То, о чем говорит Павел в христианстве, что они начали говорить на разных языках. разные, Но если да. мы берем других У Луки в авторов, деяниях иные да, языки те же. то говорится иные языки. Мгм. Или же еще говорится новый язык. Новый. Мгм. То есть они начали говорить на новом языке, на языке едином, который понимают все. И если бы они не стали говорить на новом языке, то на том, который понятен всем, а начали говорить просто на разных языках, ничего бы удивительного не было. И тогда бы не было там прописано того, что люди удивлялись. Мгм. Видите, вот Да, как удивились. ломаются слова Павла тут же, в этой же истории, скажем так, прописанной ими же. Мгм. Но разрушается полностью вся эта сцена. Почему? Потому что оказывается, что они говорили не на разных языках, они говорили на другом языке, на своем. Вот на том языке, который они обрели благодаря схождению у них Духа Святого. Они говорили так, что их понимали люди, говорящие на разных языках, и удивлялись, как? Ведь они не знают нашего языка, мы не знаем ихнего языка, но мы понимаем, что они говорят. Разве не так?
Да. Или они говорили о том, что как вот у нас здесь масса людей, которые на разных языках говорят, и они с каждым из нас разговаривают, они знают все языки. Разве такое написано? Вот в том-то и дело, что как раз-таки у и историков церковных, и у тех же апостолов, там, Варнава и так далее, то есть они Мгм. не упоминается этого, что было там бормотание какое-то языками разными. А что мы видим сейчас у последователей это пятидесятников? Да простите меня, друзья, я ни в коем случае никого не осуждаю. Ну разве это, извините, не диагноз, когда люди, наслушавшись ну, в прямом смысле вот таких вот наставлений, учений, они впадают в такой религиозный транс, что начинают бормотать черти что, они сами не знают, что они бормочут-то. Их не то, что никто не понимает, они сами себя не понимают. Но считается это снисхождением Святого Духа, да? Что они начинают говорить какие-то бормотания непонятных на языке, которого не существует. Почему? Ну извините, это уже проделки демонов, как говорится, в голове, когда он просто издевается над людьми. Он издевается над их верой. Он манипулирует ими как хочет. Он заставляет их впадать в состояние, в котором вкладывает им, ну, как говорится, по вере их не добудет им, да, раз они веруют и хотят это, а он им это дает, как джин. Не Бог дает, дьявол дает. Вот эту несуразную болтовню, подобно звериному рыку. И они называют это знанием, снисхождением духа, и что ну они друг друга понимают, когда они это бормочут? Да нет, Потому что конечно. под одной Да это системой. же все шигра. Ну, система, ну что ты говоришь? Это просто игры идут. Религиозные экстазы и все остальное. Когда человек, я понимаю, если человек, вот, исходя опять-таки из того, как говорил Павел, человек, не зная языков, впадает в какое-то особое состояние, которое на него навевает, ну, скажем так, Святой Дух, и он начинает говорить свободно на всех языках мира. Такого нет. Это может говорить тот, кто выучил. Ребят, этого не может быть лишь потому, что все наши земные языки, на которых мы общаемся, это как раз удел земной, материальный. И это как раз не что иное, как то, что принадлежит материальному миру, где есть свой князь, но ни в коем случае не мир духовный. А вот мир духовный, он объединяет как раз всех нас, и мы все говорим там на одном языке, но мы не произносим слова в это время. Здесь не нужно слов, здесь другое. Не надо нам сотрясать молекулы этого воздуха, не нужны нам электрические разряды в голове для того, чтобы мы друг друга поняли. Мы понимаем сразу. И разве нет этого сейчас? Конечно, язык огненный, вот о чем язык Совершенно огненный в правильно. каждом. И разве не это произошло с учениками Иисуса Христа, когда они наконец-то поняли, что Бог есть и что Его надо любить? И вот тогда снизошло на них. И тогда они поняли, что жизнь сия, она сиюминутна, а истина она вечна. И вот тогда они понесли Слово Божье в мир. Они забрали способность говорить у демонов и заставили демонов говорить то, что хотят они. Они заставили свой язык не молчать, а говорить об истине. И вот здесь победа. Это намного больше, чем вот так описано людьми далекими, которые не понимали этой сути. Игорь Михайлович, а когда говорится в Библии про то, что Иисус Христос дал Святым Духом научение апостолам или дал Святым Духом повеление апостолам, что это за такие духовные глаголы, каким образом через Святого Духа передается вот это, скажем, сообщение к действию или указание, руководство к действию? Что здесь Это имеется в виду? потребность. Мгм. Это опять же надо понимать, кто это пишет и кто и как это интерпретирует. Это все равно, что Иисус Христос, как директор, берет, вызывает к себе Духа Святого, ну как зама там или инженера, и говорит: слушай, а у тебя там есть пару слесарей, пусть они починят там подъемный кран и розетку какую-нибудь, давай бегом. И тот побежал, значит, его зам там или инженер дал приказ, и те, наделенные вот таким вот приказом, воодушевленные, один пошел кран ремонтировать, другой розетку. Мгм. Да? Ну, так и рисует. Ну, если мы вот так убираемся, Круто, да. вот под диктовку тех, кто шептал как раз
в головах у тех, кто это писал. Вот получается вот такой расклад. А на самом деле, когда человек наделяется Духом Святым, когда Иисус Христос делился тем, что имеет сам во множестве, то это возникало у людей как потребность. Когда они соединялись с этим внутренним огнем, внутренним светом, они понимали, что Он настолько велик, что им невозможно не делиться. И вот тогда в них просыпалось это действие. Но это было лишь у тех, кто готов был не к тому, чтобы его любили, а к тому, чтобы любить самому. Дьявол учит людей лишь тому и требует от людей лишь того, чтобы любили их. Но дьявол не может научить любить. Он может научить захотеть, обладать, доминировать, но не любить. У дьявола нет любви. И у животных нет любви. Есть зависимость, ну, может быть, гормональный там окситоцинчик или еще что-то. Ну, это все. Это не любовь. Все временно. Любовь, она не может быть временной. Любовь, она как жизнь. Она должна быть всегда. Еще интересный момент, когда произошло сошествие Духа Святого, когда они были единодушны вместе, когда они все верующие. Совершенно правильно. Как Когда они один были организм. как один организм, когда они были открыты. И когда наконец-то они поняли, кто такой Иисус Христос, когда они Его восприняли всем сердцем своим, вот тогда в Святой них и Святой произошла Святой. эта, скажем, такая метаморфоза. Да? То есть Дух Святой приходит только тогда, когда ты первый Он не придет открываешься. сам. Ну, он всегда есть, скажем так. Но разве он вор, чтобы вламываться в закрытые двери? Нет. Он гость желанный и званый, когда его зовут, когда его желают. Но опять-таки заметь, когда его желают и зовут, и любят его, и ждут как любимого, тогда он приходит. А если со списком желаний, как джина для исполнения, ну, когда же, он же ж не джин, чтобы материальные желания людей здесь удовлетворять. Или тех, кто живет, извините, материальными желаниями, потом в рай втащить. Разве Святой Дух осел для перевозки трупов? Простой вопрос. А многие ж так к этому относятся. Извините за прямоту, друзья мои. Ну это ж правда. Это то, что в ваших головах. А в ваших головах это с оттуда, что вкладывалось это веками в головы других. А вкладывалось это все опять-таки демоном. Игорь Михайлович, относительно иных языков, что это язык огненный и язык чувств прежде всего, вспомнилась эта ситуация, которая произошла тоже с участниками движения «АЛЛАТРА», в частности, с латиноамериканскими, с испаноговорящими нашими друзьями, которые говорили о том, что их друзья в Латинской Америке, не зная языка, чувствуют участников движения «АЛЛАТРА», чувствуют то, что говорится в передачах, и чувствуют вот этот резонанс, и чувствуют непосредственно вот эту любовь и духовное единение. И это как подтверждение в наше время того, как иной язык объединяет действительно людей, которые понимают друг друга. Когда в очень люди разных открыты и языках. хотят этого, тогда оно им открывается и дается. Когда они закрыты, то они этого не увидят. Это как свет, вот как яркий солнечный свет. И вот мало кто знает, но люди даже слепые с рождения, они чувствуют свет. Те, кто особенно занимался, имеет этот навык. Ведь свет — это то, что мы не просто видим, мы его еще и чувствуем. А этот духовный свет, ну как же он может не чувствоваться, если тебя, ну скажем так, внутри любовь? Это дает резонанс. Конечно, оно чувствуется. А вот это вот и есть тот иной язык, который дает понимание, ну, скажем, без слов. И даже люди, не знающие языка, они могут сидеть и разговаривать и понимать друг друга. Пока до них наконец-то не дойдет или кто-нибудь им не расскажет, как же вы говорите на разных языках и понимаете друг друга. Пока сознание не включится. Когда они в духовном резонансе, они понимают друг друга. Не обязательно слова. Это намного важнее, мне кажется, когда люди общаются на едином языке, на языке любви, на настоящем языке. Ну как его можно не увидеть и не почувствовать? Можно. Если перед тобой дьявол, закрывающий свет.
Ну это же выбор людей — ставить перед собой дьявола или самому быть открытым к любви Божией, к вхождению того же Духа Святого, да? Который побуждает непосредственно к действиям. И только тогда ты Конечно. становишься истинным другом, другом, который плечом к плечу, можно сказать, действует, а не… Но действует опять-таки не в собственные блага или блага какого-нибудь жреца или еще кого-то, диктатора, а как раз когда действие людей направлено в служение миру духовному, а не чьим-то частным интересам, или тем более уж ненависти какой-нибудь или глупости человеческой. Разве не так? Эгоизма, гордыни, еще чего-то. Игорь Михайлович, вот есть в православии такой святой, скажем, Ава Дорофей, который рассказывал, что для того, чтобы достичь вот этого единения людей, Круг. да, зачитаю, представьте себе круг. Предположите, что он мир, его центр — это Бог, а прямые линии, идущие от окружности к центру — пути человеческой жизни. И сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу. И сколько приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. Также и в удалении. То есть чем ближе люди приближаются к Богу, тем они действительно становятся ближе друг к другу. Ну, это ж, скажем так, банальная геометрия, он здесь абсолютно прав. Но беда, знаешь, в чем? Что задолго еще до него, ну, как минимум за 4000 лет, он жил 560-й, там Получается, умер, да? 6 век Да, в да. Палестине. Ну, это получается за 4 с лишним тысячи лет до него об этом знали и об этом говорили. И мы часто видим круг с точкой внутри, да, то есть еще в древности об этом рассказывают. Ну, А что это значит? ну, для понимания расскажу. В действительности, если мы подходим с позиции математики, геометрии, ну, он здесь абсолютно прав. А раньше считалось, есть те, кто в круге, а есть те, кто за кругом. Об этом стали говорить где-то в конце 5-го тысячелетия, начало 6-го тысячелетия. Я беру ребят от времен конца Атлантиды к нашему времени, а не от Рождества Христова в обратном направлении считаю. Ну это когда уже, скажем так, был переход с идеального общества в созидательное общество, которое потом практически через 1000 лет перешло уже в потребительский формат, вот во времена активности Шумер уже. И вот тогда появилось это пояснение. Почему? Потому что появились люди за кругом. То есть начался немножко процесс шатания, который вот это увядание, оно развивалось на протяжении 1000 лет. Ну пока вот не сошло на нет полностью. И вот тогда появилось вот это вот пояснение. То есть оно буквально математическое, я же говорю, круг, точка внутри и приближение. Но если мы рассмотрим, здесь это также связано еще опять-таки с духовным развитием самого человека. Когда человек ходит по кругу, не заходя в область основную, ну, скажем так, чтобы было понятно, мы живем мирским. Мы ходим везде в своих мыслях, имеется в виду не физическое движение. Мы ходим и блуждаем по всяким закоулкам своего сознания. Везде нас ждут, встречают, где-то друзья, где-то недруги, которые с нами беседуют, которые нас, извините говоря, модным языком троллят, опускают или кто-то поддерживает, ну а кто-то нас соблазняет на нехорошие поступки. Но есть и те, которые, когда мы хотим совершить неправильный поступок, они нас останавливают. То есть то, что мы называем совесть. Это мы сейчас говорим за круг сознания. Это опять-таки это древняя интерпретация, чтобы понимали. И вот там как раз и было понимание, что в центре вот этого нашего круга есть точка, через которую мы выходим в вечную жизнь. И вот мы должны войти в этот круг, перестать ходить за кругом, слушать нехорошее, а должны жить лишь в круге, где красной чертой очерчено, что ты принимаешь, а что не принимаешь. И вся твоя энергия, вот вся твоя сила любви, она должна направляться в саму точку. Ну а точка — это есть не что иное, как наша душа, это любовь, радость и тому подобное. И таким образом наш круг постепенно сужался. То есть мы вытесняли все ненужное, то, что делает из нас зверя, и оставляя как раз в круге то, что те качества,
и все то ценное, что нас делает живым, то есть делает нас человеком. Ну, это один из таких, скажем, приемов, который дает понять, как правильно идти по духовному пути. Это то, что касалось малого, а было больше. Понятие «больше» — это касалось всего человечества. Есть те, кто за кругом, это неопределившиеся, ну или, скажем так, люди, которые считают себя атеистами или считают себя даже верующими, но далеки от любви Божией. А есть те, кто входят в круг любви Божией, которые как-то с Ним контактируют, ну, больше, меньше, но они уже чувствуют, от них есть уже какой-то отклик, они уже в некотором резонансе между собой. Это образует полностью круг. Ну, вот наш стол круглый, например, да? И есть красная линия. За этой красной линией живут все неверующие, не любящие Бога, а в этом мы входим все, кто любит Бога. И постепенно мы приближаемся, в зависимости от того, насколько мы служим миру духовному, насколько мы любим, какая наша самоотдача, мы ближе и ближе как раз к центру, к самому миру духовному. Да? То есть, и чем мы ближе, и здесь образуется наша связь. Ведь вот представь расстояние, здесь и здесь мы, да? Да. Мы далеки. А когда мы рядом, смотри, какое расстояние, как бы мы ни взяли, мы ближе, мы лучше себя друг друга чувствуем, мы становимся единым организмом по мере приближения к самому Богу, мы становимся Его частью. Ну, вот такой вот тоже был интерпретация. Но весь смысл как раз заключался в том, что чем больше мы вкладываем своих личных усилий, тем ближе мы становимся к Богу, тем больше мы чувствуем и лучше мы чувствуем друг друга. Удобная такая вот математика, скажем, ну, имеет право на жизнь. Войдя в центр, да? То есть Ну, полностью войдя в будучи центр, как это те, кто единица. приближаются к этому, они становятся единицей уже, да. Это такой вот частью мира духовного, понятно. Еще при жизни. Здорово. Получается, что друзья — это действительно Друзья, и вот здесь считалось, духовные. друзья, духовные друзья, друзья настоящие, да, это те, кто в круге. А те, кто за кругом, ну как, это просто люди, не определившиеся, войдут, не войдут, это их право. Но опять-таки это просто люди. А дружба возможна только при равенстве, безусловно, Ну, отсутствие любой иерархии. А вот иерархия в круге как раз она и отсутствует. Ответственность, да, но иерархии не могло быть. И вот весь мир держался, опять-таки, ну вот смотрите, 5000 лет. Время становления, мы не берем это там, ну, если четко сказать, 4500 лет, ну почти 5000 лет — это идеальное общество Эдема, где, извините, был один круг. На всей земле был круг, под землей находились те, кто не входил в круг. Под землей, но не на земле. Аджи тоже ассоциирует с теми, кто был под землей. Совершенно правильно. И здесь мы уже с тобой наталкиваемся на такую длинную, серьезную беседу о тех, кто там жил под землей, остатки Атланта, обладающие силой, знаниями, которых часто путали с Шамбалой, да? А потом наоборот начали рассказывать, что Шамбала под землей, ну, это люди. Дьявол всегда творит беду, на других сваливает, да? Сам шкодит, обвиняет кого-то. Такие двойные стандарты, которые, к сожалению, часто и в людях доминируют. Да, и судя по каким принципам жили там под землей, и раздора, и разъединения, и иерархии, Ну, то же эту самое жизнь раем стало не и у нас. назовешь. Ну, конечно, жесткая иерархия, подчинение, все остальное. Но были же они были, но на земле их не было. Они были под землей. Интересно, что после Христа первые христиане и точно так же после Мухаммеда, те же суфии, они же жили без этой иерархии. И было время даже, ну скажем… Первые христиане, конечно, конечно. А вот они как раз и держали этот круг. Разве Иисус Христос не говорил о круге? Или Будда не говорит? Ну да. И только, конечно же, после того, как появились посредники, уже появилось, скажем, они уже перестали быть концентрированы на центре, то есть на Боге и на друг друге, а стали уже на шейхах понимаешь, в чем дело? концентрироваться. Когда учения брали люди, находящиеся за кругом, брали как инструмент для, ну, собственного эгоизма, удовлетворения гордыни и тому подобное, это всего лишь становилось инструментом для достижения власти. А когда люди, они в круге, они как раз это использовали как знание, которое способствовало вот приходу их в жизнь вечную.
Ну, разница большая. Игорь Михайлович, хотелось бы поговорить о духовной дружбе. Духовная дружба, она как раз и заключается в том, что люди находятся в одном круге, круге любви, то есть круге служения Богу. Да? Ведь круг — это как раз и есть служение. Это определенная группа, которая служит и живет, ну, скажем, этой идеей, этой целью. Для них это смысл. Это то, что важнее чего у них нет. Уже чувствующий благодать Божию и непосредственно Конечно. преисполненный этим огнем и желающие действительно и делиться этой радостью с другими людьми. Конечно. Мы нашли легенду о том, что говорил Будда. Можно я зачитаю? Ну давай послушаем, что он говорил. Легенда звучит так. Однажды достопочтенный Ананда пришел к Будде и сказал, что с его точки зрения половина святой жизни состоит в духовной дружбе. Будда тут же поправил его, сказав: «Не говори так, Ананда. Духовная дружба — это не половина духовной жизни, это вся духовная жизнь целиком». Почему Будда придавал такое значение духовной дружбе? Потому что ведь многие думают, что в принципе сама цель, как бы, да, то есть человека — это все-таки соединение с Богом, спасение. И… Хорошо, давай я объясню с позиции круга, да? Мгм. Круг — это жизнь. Если ты входишь в круг, это твоя жизнь. Невозможно половину быть здесь, половину быть там. Ты не войдешь в круг, вот эта красная черта, она отделяет тех, кто стремится к жизни, и тех, кто играет в жизнь. Те, кто играет, они остаются за кругом. У них не может быть духовной дружбы, у них не может быть духовной жизни, у них не может быть служения Богу. Попытки — да, но по факту этого не может быть. Почему? Они не определились, они не живут, они не любят Бога. И Бог их не видит. Их нет. И вот в этом смысл. А духовная дружба, и вот и Будда говорил, это и есть жизнь. Жизнь начинается для человека, когда он вошел в круг жизни. Понимаешь? А за кругом жизни нет. Есть существование. Да. Вот почему я говорил, что раньше вот этот знак жизни, он и изображался круг с точкой внутрь. Это жизнь. Здорово. Да. А без точки еще с месяцем — это аллатра. Игорь Михайлович, а вот интересно, что ведь Майтрея происходит от слова «майтри», что тоже обозначает любовь, и то, что обозначает еще и друг прежде всего. И ты понимаешь, что действительно эти два понятия, любовь и дружба, они не могут существовать отдельно. Конечно, нет. И вот смотри, вот в нашей мирской жизни друзья то появляются, то исчезают. И опять-таки вот достаточно человеку стать на духовный путь, и множество друзей исчезает. Просто почему? Интересы разные. Ну, говорят, вот человек из-за чего это еще? Вот сектант, там еще что-то, пошел в секту, вообще испортился и тому подобное. А кто это говорит? Давайте посмотрим. Когда человек живет мирской жизнью, там, ну, алкоголь, наркотики, ну или не обязательно, ну, бытовые какие-то там вопросы, не имеет значения. Так, суета, прожигание времени. А потом человек как бы он осознает, что он больше, чем зверь. И у него не одни плотские желания. У него есть больше, у него есть шанс жить. И он начинает искать эту жизнь, находит, начинает этим, ну, скажем, развивать это внутри себя, ну, или накапливать это, либо вообще начинает жить в круге. То друзья многие остаются за кругом. Почему? Ведь они ж не изменились. И ему с ними уже не интересно. Вот просто-напросто. Он видит, как они прожигают собственную жизнь. Ну, можно на это равнодушно смотреть? Нет. Но они уже боятся того, что с ним они станут таким же, как он. Опять-таки, почему боятся? И кто у них боится? Демон боится, что утратит власть еще и над ними. Поэтому их и отвлекают от этого человека. Ну как же, гораздо веселее пить, гулять, черти что творить, да, чем жить духовным, скажем. Лучше, говорят, побухать, повеселиться пару лет, чем жить вечно, да? Но вопрос в том, что побухать, повеселиться жизни не увидеть. Это все равно, что провести во сне. Когда за тебя кто-то пожил пару лет, а ты вообще не увидел, ну это ж лучше. Лучше. Вопрос, для кого лучше? Для демонов или для тебя, друг мой? Кто за тебя живет в это время? И кто манипулирует тобой?
когда заставляют тебя пить, принимать наркотики, черти чем заниматься, ненавистью жить, завистью жить. Ненависть, зависть, гордыня — это кто? Разве это жизнь? Вот и не ответы. Люди, когда чувствуют любовь, когда они, в принципе, продуцируют эту любовь, генерируют, и что когда входят в этот круг, то именно тогда появляется настоящая духовная дружба. А до этого что? Ну, безусловно. естественно, конечно, конечно. До этого частая игра. Человек остается один на один, его начинают разрывать внутренние демоны, опуская ниже плинтуса, рассказывая, что жизнь кошмар, что ничего у тебя не получится, ты никто и ничто, этого ты недостоин, этого у тебя никогда не будет, там, и духовному у тебя ничего. Или наоборот возносить, да, смотри, ты ж такой уже весь энергетический, хоть извини, хоть аккумуляторы от тебя заряжай, да. Ну, сказки или одни, или другие. А человек по факту жизни не видит, живет в иллюзии от демона. А что такое жизнь? Это когда как раз вся иллюзия, она испадает. Когда действительно ты обретаешь свободу и видишь все трезвыми глазами, таким, каким оно и есть. Ну что, не так? Да. Так. И вот тогда дружба, настоящая духовная дружба, когда ты встречаешь такого же человека с открытым сердцем, с чистыми глазами, без всяких глупых помыслов. Тебе от него ничего не надо, и ему от тебя ничего не надо, но у вас одна цель — служение миру духовному. Опять-таки, а какая цель? Это пробудить того, кто спит. Почему? Потому что вдвоем весело, а втроем лучше, а впятером еще интереснее. Так же? Да. А если нас 10 человек, то и дом быстрее построим, правильно? А если нас миллиарды, то мы и мир построим здесь, достойный того, чтобы сам Бог на него смотрел. Разве не так? Простой вопрос. И в этом смысл. Еще хотела поделиться тем, что нашли в буддизме, о том, что дружба — это, скажем, не какое-то пассивное просто чувство, что это захватывающее желание счастья и благополучия другому человеку, не только материального, но прежде всего духовного. Опять-таки, не себе, а другому. Кто из нас искренне другому желает счастья, любви, благополучия? Вот по-настоящему. Огненно желает. Другому, не себе. Только настоящий друг. Разве не так? Дай Бог, чтобы И вот это как раз опять среди тех, кто входит в круг служителей Божьих, скажем так, в круг жизни. люди захвачены счастьем дарить, Конечно. скажем, и приумножать его в другом человеке. А почему? Потому что человек это чувствует, потому что он свободен, он знает, что это самое ценное, самое важное. Это как раз и есть та любовь и та жизнь, которую человек обретает через эту любовь. И чем больше он ей делится, тем больше она к нему и возвращается. Но разве не так? Так. Это то бесконечное, что лишь приумножается, когда ты ее даришь. Кстати, шайтан, извини, он все с точностью да наоборот переделывает. Вот многие слышали, что в магии есть такие вот различные ритуалы, когда берешь, например, монету или там купюру, ложишь в кошелек, потом сколько бы ты ни доставала, у тебя там все больше и больше. Это вот прямо противоположные вещи, которые вот демоны копируют. В материальном плане, да. Вот сколько бы ты ни тратил и сколько бы ты ни покупал, заметь, не раздавал. Ты не можешь раздавать бесплатно. Вот еще там вот в магии это очень жестко. Если ты приобрел такой вот волшебный дар, тебе дьявол подарил, то ты можешь только покупать, приобретать или за выполненную работу оплачивать. Но просто подарить нищему, отдать просто так не имеешь права, иначе исчезнет у тебя это все. Не ценишь. Нет. Игорь Михайлович, ну вот, скажем, в христианстве есть вторая заповедь, которая гласит, что возлюби ближнего твоего как самого себя. Друзья мои, а кого вы возлюбите? Вы знаете, кто вы? И вот здесь сама подстава. Возлюби ближнего как самого себя. А если человек в действительности не знает, кто он? Ведь это первый вопрос, на который человек должен ответить на духовном пути. Кто ты? А если ты не знаешь, кого любить,
какую из масок, которую мы носим, мы должны любить, и кто я. Ведь в течение дня, если вот нормальный, здравый человек, который действительно хочет проэкспериментировать, пусть атеист, ярый атеист, а у нас почти все атеисты, лишь прикрываются религиями, да? Ну, люди на земле, я имею в виду. Ну, или вспоминают о Боге, когда плохо. Или, как говорил один товарищ, говорит, даже самые ярые атеисты, когда вставали из окопа в бой, они не переставали быть. Говорит, как думаете, кому не обращались? Ну, и, говорит, явно ж не какому-нибудь учёному, да? Не к Эйнштейну уж точно. Вопрос не в этом. Так вот, пусть проведут эксперимент, даже самые ярые атеисты, в течение дня понаблюдают, кем он является человек. Ну, или кем я вот являюсь, будем говорить от первого лица. Да? Это очень просто. Просто наблюдайте за собой, сколько масок в течение дня вы меняете. То вы злой, то вы, кажется, любящий, то вы благодетельный, то бедный, несчастный, игбин больной. Сплошная манипуляция. Так кто я? А это самое важное. Пока мы не поймем, кто я, мы не сможем себя возлюбить. Ну так же. А раз мы не сможем возлюбить себя, то как же мы можем возлюбить кого-то, как самого себя? Учитывая то, что вы сказали про то, что люди не знают, кто есть я истинный, хотелось бы подкрепить ваши слова тоже словами Исаака Сирина. «Кто сподобился увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося видеть ангелов». Конечно. Мгм. Вот скажите, что толку увидеть ангелов? Вот простой вопрос, да? Ну вот, например, увидел человек ангела. Ну, во-первых, опять-таки это выражение очень банальное. Ангел формы не имеет, и в трехмерности проявиться в своей сути он не может. Потому что это как бы инородное тогда получится, да? Здесь человек может увидеть ангела, ну, как во плоти. Вот берем, допустим, если религию христианства, то даже Сын Божий, Он явился во плоти и тому подобное. Пророк Мухаммед при общении с Джабраилом, он слышал, чувствовал, но образа-то его не было. Он чувствовал, что он есть. Почему? Потому что он был величайший из людей. Настолько, что даже, скажем, сам Аллах послал Джабраила к нему, чтобы он ему дал Коран, дал учение. И он мог его воспринять. Ну, а глазами что земными он не видел его, правильно? Ну даже мы берем, ладно, Бог с ним, увидел человек ангел. Что ему это даст? Простой вопрос. Я отвечу, что даст. Человек в первую очередь, увидев ангела, ну, после шока, понятно, он начнет думать, что у него попросить. Сразу список составлять начнет желаний. Потому что сознание наше, оно не разделяет. Будь перед ним ангел, будь перед ним джин, сразу надо что-то клянчить и чего-то просить. Ну так же? Так. Ну так у нас работает сознание. И что толку? Опять это идет потребительство, да? Но когда человек увидел себя, а у себя он все равно просить уже ничего не будет, правильно? Правильно. Значит, нужно что? А увидев себя, он понимает уже суть. Пользы больше? Больше. Извините за шутку, но смысл в этом есть. И слова его правильны. Что толку от того, что человек увидел ангела и не увидел себя? Но когда он увидел себя, он получает шанс стать живым. Пример. Абу Хамза Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не уверует из вас никто по-настоящему до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе». И это действительно подтверждение того, что это было во многих религиях. Это везде. Это религия. истина. Истина, она одна. Мгм. Религии много. Мгм. Почему религий много? Потому что слишком много желающих эксплуатировать истину. Так же? Да. Заставляет, конечно, задуматься то, что вы говорили, потому что действительно, если посмотреть в дне, ведь большинство людей, большинство нас больше творит себе зла, чем кто-либо другой. То есть сами Конечно. себе желают вот этого зла и мы вредят же себе его сами. делаем. Мгм. Опять-таки, слушая тех же демонов в голове, соблазняясь, мы ж попираем святое, мы ж противостоим святому.
Мы принимаем чью сторону в большинстве случаев в течение дня. Вот это нас и оставляет за кругом. А когда вот мы в конечном счете принимаем решение и открываем себя, скажем, для вхождения Духа Святого, вот тогда и перед нами дверь открывается в круг. В круг живых. Игорь Михайлович, относительно слов того, что нужно любить ближнего, потому что порой любовь к ближнему напоминает некое безразборчивое исполнение какая желаний разница? всех. Смотри, вот я просто расскажу, что значит любовь к ближнему. Мгм. И чем ближе он к тебе, тем любовь твоя должна быть больше. Так же ж? Да. Но опять давай рассмотрим геометрию. Мгм. Давай посмотрим на наш круг и на точку жизни. И чем ближе мы друг к другу, тем наша любовь больше будет. Почему? Потому что мы становимся духовнее, мы становимся свободнее, у нас больше силы любви. И естественно, раз мы рядом друг с другом, мы в одной частоте, в одной тональности резонируем. Вот это и есть деление любви. Конечно, это правда. Игорь Михайлович, а вот такой вопрос задают. Вступать ли в объяснение, когда ты видишь, что твой друг поступает нехорошо или оступается? Но смотри, опять-таки, когда и как. Если это касается каких-то жизненных аспектов, и он может навредить себе или кому-то, то, конечно, лучше вмешаться. Зачем же допускать плохое? Но если это его выбор, к примеру, и он не хочет слушать тебя, то опять-таки это его право. Человек обладает правом выбора — жить или умереть. Так же? Ну, я имею в виду, если это духовный аспект, то как же ты можешь навязывать ему то, что он отторгает? Ты же будешь разговаривать с дьяволом, а не с человеком, когда он доминирует в его мозгах. Разве можно его переубедить? Кого? Дьявол? Никак. А человека пробудить сложно, если он полностью уже отдался. Но тем не менее, всякое бывает. Стучаться нужно. А вдруг это как раз тот момент, когда дьявол уснул, да? И в этот момент мы можем до него достучаться. Глядишь, человек и опомнится. Пытаться надо, но навязывать нельзя. Есть такое выражение: насильно мил не будешь, правильно? А вот еще, Игорь Михайлович, такие вопросы о дружбе. Какое значение имеет дружба для духовного роста людей? Потому что встречаются подобные мнения, что зачем в принципе нужны друзья? Ведь можно же прожить и без опять, них вот, Татьяна, достаточно. вот вопрос, он немножко такой вот, я бы сказал, интересный. Дружба. Ведь дружить можно с людьми, которые и не занимаются собственным духовным развитием, правильно? Но у вас есть какие-то интересы, не знаю, там охота, футбол, рыбалка, мало ли. И ты можешь дружить, и нормально, но при чем здесь духовное твое развитие? Если человек, он на материальных, он не хочет слышать ничего о духовном, человек неплохой. Может же быть дружба? Может. Но это не духовная дружба. Это обычная дружба. Опять-таки, она держится на интерес. Вот такой вот сиюминутный интерес, к какому-то виду занятия или еще что-то, или собеседник хороший, или опять-таки в спорте с ним интересно. Просто удобство, не больше. Наличие близких людей не является же обязательным условием для спасения. Были же отшельники, которые не только друзей не имели, но и ни одной живой души не встречали годами. То есть является ли дружба, скажем, имеет ли дружба значение для духовного роста человека? Если смотреть в таком ключе, то я бы его немножко по-другому интерпретировал. На духовном пути проще идти самому или с группой? Я отвечу проще. Конечно, с группой лучше. А отшельники, зачастую вот этих, что уходили в пустыню, уходили в затвор и тому подобное, мы уже говорили об этом, 99,9 из них это были лже. С приставкой такой. Почему? Потому что к ним тропа не зарастала. Они создавали себе такой имидж, что они настолько святые, что к ним толпы ломились и днем, и ночью. А тех,
единички, которые действительно пытались эту практику пройти, то они сталкивались с большими неприятностями, что от себя спрятаться невозможно, а оставаясь один на один с дьяволом, даже и отвлечься некуда. И эксплуатировались, заблуждались часто. И опять-таки истинно святой, он должен быть среди людей, а не прятаться где-то от людей. Так правильно. А с друзьями по духовному пути проще, надежнее и больше сделать можно. А это путь эгоиста. Ну представь, что может сделать человек на духовном пути полезного для людей или для мира духовного, если его окружают одни белки с зайцами? Ну чё, ну правда, белок кормить, зайцев красить или что? Это что, служение миру духовному? Ну это я не понимаю. А дружба в правильном Другим-то виднее. А дружба в правильном, скажем, духовном значении — это же получается именно потребность отдавать, то есть умение. Это служение. А служение — это опять-таки это распространение знаний, это пробуждение спящих, это увеличение или расширение круга. Ну вот так вот мы раз начали уже за круг сегодня, вот в этом выражении будем говорить. Он больше дает понимания. Это чем больше людей войдет в этот круг, тем больше будет живых, тем больше в этом мире будет присутствовать любви Божией. Вот в чем смысл. Потому что каждый из нас, он является, как вместилищем любви Божией, да? Давайте рассмотрим, скажем так, вот с позиции банков и определенных средств. В данном случае средства — это любовь Божья. И вот чем больше банков и больше средств накапливается, тем возможности шире. Надеюсь, понятно, да? Выражаясь. Разве это плохо, когда наши возможности расширяются, когда мы можем сделать гораздо больше? Вот он откуда, да, что круг любви Божией, круг силы. Вот он круг это силы. Это и есть круг силы, конечно. Да. И получается, что в принципе, вот как для себя ты понимаешь, что ведь наоборот, когда ты, многие говорят, что вот у меня нету способности, скажем, дружить, но ведь это же самообман, то есть Нет, это то, что это не самообман, воспитывается. это кто в нем говорит. Нету способности дружить. Что такое способность дружить? Это опять обман, манипуляция и тому подобное. Если разобраться, что в голове у этого человека, он боится людей, он нелюдим, он не хочет, чтобы манипулировали, и тайно жаждет манипуляции над всеми. Почему? Потому что он ведет с людьми себя как диктатор, многие от него бегут и тому подобное. Да? То есть такая вот жизненная ситуация. Разве это вот человек или это демон? Это маски, которые на нем. Это то, что ему навязали. А что такое духовная дружба? Это когда эти маски снимаются, когда ты остаешься настоящим, честным, чистым, как кристалл. Такой чистый, как хрусталь. Так же? Да. Так к чему бояться и как это не дружить? Когда ты ж с собой дружишь, а какая разница, когда все едино? Как можно не дружить с самим собой? То есть это искусство, которым тоже нужно и учиться, и развивать его. Как же, конечно. Конечно. Безусловно, здесь… Без приложения сил ничего не будет. Почему? Потому что человек должен не только сделать выбор. Да, я хочу жить духовно. Упал на диване и продолжаешь в компьютерную игру играть, да, или сериал смотреть в узкой семечке. И все, да? И ждешь, когда ж оно, я же сказал, что я хочу. Все. Да не все, друзья. Закатал рукава и вперед. 24 часа в сутки. Вот тогда будет правильно. И действительно в этом стремлении, скажем, быть другом, уметь дружить, да, скажем, с духовной позиции идет и рост человека, ведь он преодолевает свой эгоизм. Вот понятие «уметь дружить» — это манипуляция. А здесь быть открытым, честным и настоящим. И тогда дружба, она получается честная, открытая и настоящая. Понимаешь, а не манипулятивная, вот как в обычном мире за кругом жизни. И рост духовный происходит человека, потому что он преодолевает, безусловно, и свой эгоизм, и свои какие-то ранимости. Когда он четко видит и обвинения. понимает, что такое эгоизм, понимаешь, это вот как предметы, расставленные на столе. Или как лампочки. Одна загорелась, вторая загорелась. Загорелась, выключил. Тебе же оно не нужно. Все очень просто. Игорь Михайлович, в исламе передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что как-то раз, когда в обществе пророка, да благословит его Аллах и приветствует, находился один человек, а мимо него прошел другой, он сказал: «О посланник Аллаха, поистине я люблю этого человека». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил его: «А сказал ли ты об этом ему?» Он ответил: «Нет».
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Так скажи ему». И этот человек догнал его и сказал: «Поистине, я люблю тебя в Аллахе». На что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, ради которого ты полюбил меня». И второй сюжет, очень тоже коротко. Этот хадис передал Муслим. Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Как-то раз один человек захотел навестить своего брата, которого полюбил ради Аллаха. И Аллах послал ангела, который встал на его пути и спросил: «Куда ты идешь?» Тот ответил: «Я хочу навестить брата своего, которого я полюбил ради Аллаха». Ангел спросил: «Может быть, ты рассчитываешь на то, что он окажет тебе какое-нибудь благодеяние?» Этот человек ответил: «Нет, я просто полюбил его ради Аллаха». Тогда ангел сказал: «Поистине, я послан Аллахом к тебе, чтобы сообщить, что и он полюбил тебя, подобно тому, как ты полюбил брата своего». И вот здесь вопрос следующий. А как понять, что означает «я полюбил тебя в Аллахе»? И почему пророк сделал акцент на том, чтобы эти чувства нужно было не только чувствовать, но и выражать, и говорить о своей любви, догнать брата и сказать о том, что любит он его в Аллахе? Ну, опять-таки, человек говорит то, что он чувствует, он говорит правду. И он говорит открыто человеку. И тот человек, когда он видит искренность и чистоту, он по-любому начинает с ней резонировать, и он ему отвечает точно так же. И таким образом добро множится, любовь множится. Все очень просто. И он же говорит ему: «Я полюбил тебя в Аллахе», то есть любовью Божьей я тебя полюбил тебя как брата. Почему важно поддерживать свои искренние чувства к человеку даже словами? Не более ли достойно их просто стяжать внутри? Нет, замалчивать нельзя. В этом смысл. Смысл в том, что это неудобные слова, это неудобные действия для у тех демонов, которые в головах людей и держат их языки на привязи. И вот здесь весь смысл как раз заключается в том, чтобы забрать язык своего тела у демонов, которые им управляют, и заставить этот язык говорить то, что ты чувствуешь от мира духовного, от внутреннего своего такого, скажем, пробуждения, да? И делиться этой любовью с другими. И чтобы эти слова любви твой язык говорил, а не молчал. Дьяволу угодно, чтобы ты молчал. И он все загоняет в тень. А в тени что прячется? Разве там есть свет Божий? Нет. В тени мрака. И деяния паскудны. Разве не так? И вот в этом смысл — вытащить это все на свет и показать людям, как оно есть, да? Здорово. Конечно, в этом смысл. И это я бы, знаешь, с чем сравнил еще? Вот мы уже говорили об этом, что когда человек просто преклоняется телом, выполняя какую-то молитву, это ничто. Совершая намаз, молитву, кланяемся до пола, мы просто выполняем физкультуру и считаем, что мы что-то делаем. А смысл заключается, и вся суть и истина — это когда ты заставляешь демона преклониться в теле, оставаясь стоять при этом. Но понять это могут лишь те, кто обрел свободу или хотя бы чувствует это понимание. Ведь люди, даже находясь в рабстве у сатаны, они понимают, что они могут стоять, даже тогда, когда он их ломает. И вот эта вот свобода, настоящая духовная свобода, когда человек обретает власть над сатаной, обретает власть над телом. Ну, опять-таки, не надо путать, что власть над телом — это значит «хочу, чтобы у меня волосы выросли, когда я лысый», или, извините, морщинки потянулись, когда я старый. Это не власть над телом. А власть над телом — это заставить преклониться перед Богом, оставаясь стоять. Это, конечно, так же и говорить то, чего дьявол не хочет. А дьявол никогда не хочет, чтобы мы говорили об истине, чтобы мы говорили о любви Божией, чтобы мы говорили о правде. Он пытается сделать все, чтобы человек постеснялся, не захотел, спрятался, замолчал. Зато сколько лжи заставляет говорить, интерпретирует все как хочет. Вот ты сейчас зачитала 2 хадиса.
Один с пророком миром, прекрасный хадис, а второй — сказка для детей с ангелом, которого он встретит. Видишь, как просто. Истина и сказка. И вот здесь демон будет. Понятно, что человек пытался это объяснить, он пытался это показать и рассказать как-то и тому подобное, но это неправда. А первый — правда. И вот в этом суть, в этом разница. То, что чувствуется, когда человек пытается и когда живет. В этом и величие пророка мира. Игорь Михайлович, вот тоже хотела зачитать хадис. Передается со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Откажитесь от ненависти по отношению друг к другу, не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не порывайте отношений друг с другом и будьте братьями, о рабы Аллаха. Не разрешается мусульманину покидать брата своего на срок, превышающий 3 дня». То есть прекращайте общаться с ним, пусть не продолжаются ссоры, состояние вражды, неприязни на вот этот срок. И вот интересно, а почему именно 3 дня? Ну, Просто вы как-то в передачах говорили, когда смотреть давай передачи. объясним просто. Ну, мы понимаем, что нас смотрят в основном, скажем так, наши друзья, которые занимаются и своим духовным саморазвитием, и часто сталкивались, что когда есть, особенно на первых, скажем, таких проблесках духовных откровений, на первых опытах столкновения с настоящей Божьей любовью, когда они наполняются этой силой, когда действительно они слышат внутреннее ангельское вот это пение, когда их переполняет радость, то те, кто имели этот опыт, они понимают, что после вот этого всплеска наступает время, когда дня 3 их мучает дьявол, в буквальном смысле слова. Возникают сомнения, возникает упадок сил, все не получается, все не так. Почему это происходит? Потому что как только человек получил вот этот всплеск, получает эту силу, то дьявол усиливает свое воздействие на него. Но, как правило, его сила воздействия, она длится не более 3 дней. А если человек и дальше поддерживает свои сомнения, внутренний раздор, то это уже идет, скажем, по его выбору, а не по воздействию дьявола. Потому что дьявол соблазняет человека, дабы сбить его с пути ровно 3 дня. И вот смотрите, много закономерностей, которые увязаны на 3 днях. Как вот, скажем, в духовном таком первом опыте, так и многие другие вещи. Ну, вот возьмем самое обыкновенное, то, что будет понятно людям. Да? Вот человек чего-то жаждет, неважно, будь то новый телефон, велосипед или какой-нибудь суперавтомобиль или там суперяхта. Человек живет тем, что этого хочет. Он тратит много времени на создание этого образа, на то, как он будет им обладать и тому подобное. Но и наступает время, когда в конечном счете он это обретает. Первый день он радуется, что он достиг своей мечты. Второй день он наслаждается обладанием этого, у него гордость за полученное. На 3-й день к нему приходит понимание, что это всего лишь вещь, и наступает разочарование. Как правило, 3 дня. И 3 дня — это определенный цикл. Но смысл как раз духовного развития он заключается в том, чтобы ни на секунду не прослабляться. И зная о том, что после твоего духовного шага может быть атака, человек должен просто закрепляться на своих позициях достигших и не отступать назад. И вот есть такое выражение: шаг вперед, 3 назад. Это часто, и многие с этим сталкиваются. У меня есть один знакомый, у него боязнь летать. Я просто расскажу эту историю. А человек с огромными возможностями. Ну и вот он возжелал себе суперсамолет современный. И он посчитал, наслушался, что это чуть ли не Rolls-Royce в авиации. И вот когда он будет обладать этим самолетом, значит, он будет летать свободно, как и все, будет без страхов и тому подобное.
Ну, ему пришлось кое-чем пожертвовать. Приобрел он себе этот самолет. И вот он рассказывает с его слов, буквально, да простит он меня. Первый день он, когда получил этот самолет, он в него вошел, он был в восторге, что наконец-то он стал якобы свободный. На второй день он опять приехал, не летал. Он зашел в этот самолет, посидел в этих удобных креслах, почувствовал себя, что он чего-то достиг в этой жизни. Но он приехал на третий день. Решил попробовать полетать. Приехал пилот, запустил двигатель и все. И тут он приказал остановиться, вышел и в течение года больше не заходил в этот самолет. Его настигло разочарование. Почему? Потому что на третий день он понял, что страх летать у него так и не ушел. И через год он его продал на треть дешевле. Ни разу на нем не взлетел. Вот это история из жизни. Вот тебе и 3 дня. 3 дня — это цикл. Просто как поразительно, сколько усилий, скажем, выжимает из людей система для достижения цели, радость, о которой Создает образы, 3 дня. которые мы кормим. Мы уже говорили об этом. 3 дня. И на третий день все уходит. Как хорошее, так и плохое. И вот есть выражение, что о самом дорогом человеке 3 дня мы плачем, а потом понимаем, что он ушел. Тоже согласно одному из хадисов сборника Абу Давуда, Всевышний завещал верующим обязательно отвечать на приветствие обидчика, который таким образом соглашается забыть прошлые недоразумения. Это как раз свидетельство того, что нужно обязательно идти навстречу человеку, который с искренним намерением. Но даже если тебя человек обидел, но он понял, что совершил глупость и, скажем так, раскаивается в содеянном, конечно, ты его должен простить. А вообще обиды нельзя держать никакие, какие бы ни было. Это все пустое. Обида — это тяжелая ноша, которую тебе придется нести, если ты об этом думаешь. Ты тратишь много сил, времени. Вместо того, чтобы тратить это на любовь Божью, ты будешь тратить на земную обиду. Разница есть? Или же строить дом, или копать себе могилу. Вот в этом смысл. Зачем себе копать могилу? Ну, обидел тебя человек, ну это же его проблема. Он же ж поступил неправильно. Ты знаешь, что он не прав. Строй дом с этим пониманием. Отпусти и забудь, не неси. Но если ты несешь это с собой, то ты об этом думаешь, то в это время ты роешь себе могилу. Ты не живешь. Ты в разочаровании, в отчаянии, зло в тебе доминирует. Может ли в это время к тебе, скажем, любовь прийти Божья? Ну, так вот образно говоря. Или будешь ли ты в это время в контакте со Святым Духом? Ну так вот, не будешь. Он будет далек от тебя, потому что ты занят тем, что роешь себе могилу. А разве, извините, Святой Дух, разве он гробокопатель? Нет, конечно. Таким он не помощник. Поэтому не стоит нести то, что тяжело нести. Пусть оно лучше остается там, где тебе его дали. Тебе дали, а ты не берешь. И тогда это проблема того, кто тебе дал, но не твоя. Не бери то, что тебе не нужно. Правильно? Видишь, как все просто. Здорово. Ведь помощь действительно идет только тем, кто действительно сам стремится и хочет взлететь. Конечно, Тех подхватывает конечно. на крыльях любви. Понимаешь, ненависть, она разрушает. И человек зацикливается на этой ненависти и живет ею. А даст это ему пользу? Конечно, нет. Он не живет, он прожигает жизнь свою, ненависть. Потому что сам зачастую сотворил глупость. Поэтому Да, с этим чувством, с тем, что чувствуешь, с тем ты и уходишь, скажем, за грань, в принципе. Да. конечно. Игорь Михайлович, в Библии синодальный перевод Евангелия от Матфея, 5 глава, 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древним: „Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я же говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду“». И вот здесь интересна история Льва Николаевича Толстого. Он изучил греческий, в Библии его смутили вот эти слова, и он захотел узнать, как же там на самом деле. Что значит напрасно, да? Да. И оказалось, что этого слова там нет. Что Совершенно там... правильно, что это уже кто-то дописал. А вот простой вопрос.
Друзья, вот как вы думаете, кто написал это слово напрасно и зачем? Раз ты гневаешься на своего, ну, скажем, товарища напрасно. Праведный гнев, как будто бы Да, какой-то есть. конечно. Мгм. Получается оправдание твоему гневу, что ты можешь гневаться по ненапрасному, да? Кто мог это написать? Тот, кто ручку держал, когда писал это. Почему? Потому что это обыкновенный человек, в котором доминируют демоны, который живет по ихнему научению, которым, скажем так, присущи и гнев, и ненависть, и зависть, и гордыня, и все остальное. Но надо же оправдать, правильно? Вот свои вот эти вот внутренние колебания, свою неуверенность, свою низменность человеческую. Вот поэтому он и оправдал. Он всего лишь написал напрасно. Значит, оказывается, какой-то жрец, который на служении Богу, может гневаться и по ненапрасному. Да? Ну и они же и написали, что и Бог гневается, и все остальное. Разве может Бог гневаться? Ну простой вопрос. Бог и гневаться. Ну это же смешно. Бог не гневается, Бог забывает. Вот простой вопрос, для того, чтобы друзьям нашим, тем, кто смотрит наши передачи, было понятно. В одной из наших передач, как вы помните, я просил Татьяну вспомнить за ромашку и представить на ней Божью коровку. Помнишь такое? Сюжет помню. Помнишь сюжет? Как поживает твоя Божья коровка? Я не вспоминала о ней до этого момента. Почему? Ведь ты ж ее создал. Ведь это ж то, чему ты дала жизнь. Ведь твоя мысль, она материальна. И вспомни Божью коровку, представив ее, ты ее сформировала и дала ей жизнь, и она жила. Неважно, в твоих мыслях, в образе. Но это был образ. Извините, он реально существовал. И ты просто за нее забыла, и она перестала существовать. Так же ж? Да, не Так поддерживал же. своим вниманием. Вот мы должны, друзья мои, жить так, чтобы Бог не поступил с нами так, как Татьяна поступила со своей Божьей коровкой. А для того, чтобы Он так не поступил, мы должны любить мир духовный, любить друг друга. Вот тогда все будет правильно. И тогда Он нас не забудет. А если бы Божья коровка обладала силой и любила бы тебя, смогла бы ты ее забыть? Конечно, нет, если бы она проявляла эту любовь в каждом своем Вот вам и мгновении, в ответ. каждом своем дне, да. Все просто, видишь как? И можешь ты гневаться на свою Божью коровку? Конечно, нет. Потому что для тебя это всего лишь образ, Иллюзия, да. иллюзия. И вот важно, чтобы мы не стали иллюзией для Бога, как человечество в целом. И над этим стоит думать. Игорь Михайлович, тоже когда одному старцу рассказывали, что такой-то человек упал, а тот что-то натворил, он ответил: слушайте, зачем вы мне об Расскажите этом… мне что-нибудь хорошее, да? Да. Вы знаете, вот часто вот мы в движении, ну, в нашем международном общественном движении «АЛЛАТРА» много разных вопросов, много дел. И вот есть люди, которые часто рассказывают, кто что-то не то сделал, неправильно поступил или еще что-то. И вот мне часто приходят мысли: а зачем вы мне это рассказываете? Просто-напросто. Расскажите лучше, сколько много хороших людей у нас в движении и сколько много хорошего делается. Но я скажу так, очень много моих друзей, которые рассказывают как раз о том, как много мы с вами, друзья мои, хорошего делаем. Это прекрасно. А то, что кто-то оступается, ну, люди имеют право и упасть. Зато приятно смотреть, когда они поднимаются. В этом тоже есть суть. И вот поэтому этот старец был прав. Как раз да, что в этом и есть чудо, что когда Чудо люди… как раз в том, когда рассказывают о хорошем, а не рассказывают о плохом. Как наши СМИ, да? Вот средства массовой информации. Что не включи, все плохое. Поэтому я не включаю. Когда-то вы делились, что Бог не видит вот всех этих ушибов и шишек, что Он видит именно стремление вот это внутреннее Конечно. человека и Конечно. да, к Нему, что именно это Бог видно со видит стороны. нашу любовь, Мгм. которую, получив от Него же, мы возвращаем Ему же, а не тратим на то, чтобы кормить зверей.
В этом смысле, Умножает, как отзеркаливает вот это, да. конечно. Игорь Михайлович, хотелось бы тоже поделиться опытом человека, который чувствовал любовь к Богу, который чувствовал мир Бога и который чувствовал эту любовь. Это опыт архимандрита Сафрония Сахарова. В книге «Видеть Бога, как Он есть» он пишет: «Любовь он ассоциировал, конечно же, с внутренним огнем и светом. Бывало, свет сей, вначале являясь как тонкое пламя, целительное и очистительное, дожигавшее и внутри, и извне все неугодное ему, но тихо, едва уловимым прикосновением. Свет сей святой любви является в силе, приносит смиренную любовь, изгоняет всякое сомнение и страх, оставляет далеко позади все земные отношения, всю пирамиду мирских чинов и иерархических положений. Человек становится как бы никто. Он не стоит на пути братьев своих, не ищет себе никакого места в этом мире. Свет сей есть в самом себе нетленная жизнь, пронизанная миром любви. Он дает духу нашему познание об ином бытии, не поддающемся описанию». Замечательные слова. И это мог сказать лишь тот, кто был как раз очень близко к центру вот этого Божьего круга, круга любви Божьей. Так что, друзья мои, давайте на этих прекрасных словах, наверное, и закончим нашу передачу. Видите, как все просто. Давайте просто любить друг друга, быть людьми и стремиться быть ближе друг к другу, ближе к центру этого круга. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.